Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего бывшего и посмотрим, как он там поживает, что думает, думает ли о вас, будет ли он делать попытки, чтобы вернуться к вам в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Но между вами вопрос на самом деле еще открыт. Вы, может быть, и расстались давно, но эта ситуация, она не закрылась, она не схлопнулась. Она до сих пор, вот знаете, как двери открыты. И для вас дверь открыта назад в прошлое, и для него открыта дверь назад в прошлое. Единственное, что да, меня смущает, что эта дверь не в будущее, а в прошлое. Что-то в прошлом между вами не до конца было решено, либо сказано друг другу, выяснено. Да? Вот что-то осталось, что не отпускает, что якорит и его, и вас. Он пытался жить новой жизнью, он даже, возможно, жил какой-то новой жизнью, но все не то, все не так, все рушится, все сыпется. Никакого ни радости, ни удовольствия, какая-то тоска, тяжесть, волнение, сердцебиение, не знаю, какое-то самочувствие у него не очень, понимаете. Он-то думал, что он сейчас заживет, особенно если там новая женщина появилась, а нет, не тут-то было. Все как-то прям безвкусно, бесцветно, безрадостно, пресно. То есть человек не живет, а страдает. Вроде как все есть, а счастья нет, а радости в жизни нет. И вы такая, знаете, вы тоже птица гордого полета. Вы думали, ну вот сейчас я тебе покажу, да, сейчас заживу новой жизнью, не пропаду. Вы не пропали, и да, вы зажили новой жизнью, но вы его отпустить не можете. Вы постоянно мыслями возвращаетесь к нему. Там кто-то из девчонок ненавидит, кто-то злится, кто-то отомстить хочет, кто-то наоборот ждет. Но понимаете, не отпускает. Вот что бы вы ни делали, с кем бы вы там ни общались, ни встречались, ситуация не отпускает. Ни его, ни вас. Я вам скажу, что ваши отношения, они какие-то кармические. Ну, серьезно. Не полноценные, конечно, кармические. Если бы было так, то вы бы были вместе. А какие-то там, знаете, полутона, полунамеки. Вы как два учителя. Да, он учитель вам, а вы учитель ему. Вы друг друга должны были чему-то научить, но вы не успели, ваши отношения вмешались, да, и вопрос остался открытым. Просто остался открытым. Кто вмешался, я не могу сказать. У каждого по-своему отыграется. У кого-то люди, у кого-то злые обстоятельства, да, у каждого по-своему отыграется. Но то, что было вмешательство, то, что вы насильственным образом были разлучены, это 100%. Это я здесь вижу. Такой знак здесь вышел. Так. Мужчина на козле мне вышел. Едет в вашу сторону. А вы такая, знаете, пчелка. Пчелка, у которой крылышки уже в трубочку сворачиваются. Устала, задолбалась. Да? Тяжело. Вам тяжело. У кого-то прям действительно жизнь очень тяжелая. Знаете, много работать надо, много забот, много переживаний. А у кого-то даже и вкус, и интерес к жизни пропал. Такое какое-то сплошное разочарование в жизни. Вы как по накатанной, да, по накатанной живете, по накатанной работаете. А это все потому, что не прошли свою карму, потому что не развязали этот кармический узел. Видите как? Попали в временную петлю. Вроде как живете, а все на одном месте топчетесь. Да? Жизнь-то развивается, люди вокруг вас, там кто-то женится, там детей рожают, уезжает, приезжает. А вы все на одном месте стоите. И у мужчины точно так же. Он тоже в временной петле. Вот чем бы он ни занимался, что бы он ни делал, всегда возвращается к одному и тому же результату. К никакому результату, к нулевому. Да? Все обнуляется.
Ой, девочки, тяжелая, конечно, ситуация. Давайте я еще на оракуле посмотрю. Хочу посмотреть, почему вы расстались. И что за урок у него, что за урок у вас. Просто интересно. Я вижу вашу встречу в будущем. Вижу ее. Но пока мы не понимаем, что произошло, нам будет сложно понять и определить. Змея. Вы расстались, потому что змея. Ну, кто бы мог сомневаться? Мои хорошие, вы расстались, потому что какой-то человек вмешался, кто-то был против ваших отношений. У одних отыграется семья, его семья, например, да, там жена, бывшая жена, мама, там, другая родственница. То есть люди, понимаете, по саду это люди, это разговоры, это угрозы, это укоры, это шантаж, это какие-то действия такого, знаете, ядовитого характера. А мужчина был слаб, мужчина как ребенок, да, повелся на все эти разговоры, там, на лесть, на соблазн, либо наоборот на шантаж, да, и все, и вы поэтому расстались, то есть по его вине вы расстались. Да, конечно, вы тоже могли психануть, я этого не исключаю, но главной причиной вашего расставания все-таки были люди, и люди с его стороны. То есть, понимаете, оттуда пошло. У кого-то отыграется, что мужчину просто увели, да, вот каким-то хитрым путем его увели. Да, а он поддался, как ребенок, да, на конфетку соблазнился. Поэтому вы и расстались. Так, урок с его стороны. Быть серьезным, быть самостоятельным, быть мужиком, брать на себя ответственность и решать свои проблемы самостоятельно. Да, не вот это уси-пуси соблазнился, побежал, либо «а мама сказала, ты плохая», а быть мужиком, трезвым, сильным, стабильным, да, якорь бросить, обрести свои корни. Не как вот этот воздушный шарик там летать, либо флюгер, да, во все стороны поворачиваться, а быть стабильным. Это был его урок, ваш урок. Разбираться в людях. Разбираться в людях и ничего не бояться. Я не говорю, что вы трусиха, и то, что вы не видите, с кем вы общаетесь, не разбираетесь в людях, но есть такой момент, что вы сдаетесь, рано сдаетесь, девочки, рано сдаетесь. Вам кажется, что это человек сильный, либо это человек смелый, а это человек сильнее, чем я. И вы такая, не буду связываться, да, не буду связываться, себе дороже. Не надо рано сдаваться, нужно идти до конца. И кто бы перед вами ни стоял, поверьте, глаза боятся, руки делают. Вот. А когда вы будете так отступать от всех этих, представляете, вы от своего мужика отступили, от того, который по судьбе к вам шел. Вы от него просто взяли и отступили. Так вот руки подняли, сказали, все, умываю руки, да, идите дальше, идите лесом, да, не тревожьте меня. А все ведь могло быть по-другому, девочки. Смотрите, это умение вам по жизни еще не раз пригодится. Не только в любви и в отношениях, но и в других жизненных аспектах. Поэтому прорабатывайте себя, научитесь не бояться, научитесь не отказываться от ситуаций, да, научитесь разбираться в людях и научитесь пробовать себя на прочность. Поверьте, это вам очень сильно пригодится. Так, идем дальше. С этим мы разобрались. Я вижу у вас за спиной какого-то мужика. Ну, он такой, знаете, ни вашим, ни нашим. Вроде как он рядом с вами, либо будет рядом с вами, ну, такой тип подозрительный. Не морочьте с ним голову, не ваш этот человек. Он от вас, смотрите, хоть и в правой стороне, но отвернулся. Он любит не вас, либо полюбит не вас, а какой-то образ. То есть, знаете как, можно себе придумать образ и в него влюбиться, при этом не замечать живого человека. А можно живого человека наделить какими-то несуществующими свойствами, качествами и любить его за это, за то, что на самом деле этот человек из себя не представляет. Вообще какой-то маньяк, если честно, фетишист, маньяк, озабоченный, в общем, одним словом. Девчонки, не надо, пусть он там тихий, спокойный, не пьет, не курит, но у него явно что-то с головой не то. Не то абсолютно. Скучный тип, еще и какой-то он проблемный. Да, психика какая-то у него странная. Лучше не надо, девчонки. Не кидайтесь вы на вот такие варианты.
Не соблазняйтесь на то, что он там приличный, хорошо воспитанный, опять же, не пьет, не курит. Это не самое главное, и это не лучшие достоинства у мужчины. Так, еще. Тот мужчина, которого вы загадали, ваш бывший, у вас встреча состоится до конца года. До конца года точно состоится. Он найдет какой-то повод, он найдет какой-то предлог, и он к вам придет с этим поводом, с этим предлогом. Придет, девочки, он к вам придет. Это не будет там случайной встречей, это не будет каким-то там совпадением, не будет там придумывать, что ой, я тут случайно оказался. Нет, он что-то такое, прям план у него, он вам, например, пишет, либо звоночек, так и так, надо встретиться, надо обсудить, надо поговорить. Причем он будет это все говорить в таком тоне, что вы так немножечко так напряжете, скажете, как претензия, да, что за претензия в мой адрес. Встреча у вас состоится, вы будете говорить, долго будете говорить, обо всем будете говорить. Мужчина будет говорить все как есть. Знаете, он все расскажет, все по полочкам разложит. Расскажет о своей жизни от момента, как вы расстались, и до сегодняшнего дня. У него будут какие-то гипотезы, у него будет какое-то свое мнение. Я не исключаю, что этот мужчина либо у психолога консультироваться будет, либо, например, у эзотерика. Да? То есть он придет богатый на какое-то знание, либо богатый на ответы, да? А что происходит, что с нашими жизнями, да? Что с нами не так. Вот он все вам это будет говорить, вы будете сидеть в шоке, так хлопать глазами, потому что вы не ждете от него такого разговора, вы не ждете, что он прям так основательно подошел к этой теме. Реакция у вас будет заторможенная. Ну, потому что, да, сложно на это будет среагировать. Возьмете время, скорее всего, на раздумье и будете решать, как вам поступить. Что он будет вам предлагать? Он вам будет предлагать какую-то свою помощь. Он не будет предлагать вам отношения, что типа, вернись ко мне, мы будем опять вместе. Он будет вам предлагать помощь. Вот я хочу тебе помогать, либо я могу тебе помочь. Я там хочу что-то для тебя сделать, там, 5-10, может, работу вам будет предлагать, что-то он вам будет предлагать. Но это предложение в его голове, такая типа, я хитрый, я ей не напрямую говорю, я ей как бы там ее за нос вожу, да. Она согласится, у меня будет постоянная возможность с ней видеться. Вот для этого он вам будет предлагать, чтобы иметь возможность с вами постоянно видеться. Этому мужчине какой-то любой ценой нужно с вами сблизиться. Он будет искать именно близости, вот хотя бы видеть вас ежедневно, хотя бы иметь возможность с вами контактировать. Ему кажется, что именно через этот подход ему удастся вас вернуть. Он ведь знает, какая вы обидчивая, он ведь знает, какая вы умеете отсекать, рубить, да, принципы какие у вас. Вот поэтому будет действовать хитро. Ну, если сказать простыми словами, да, он походил по миру, посмотрел на других женщин и понял, что лучше вас никого нет. Вот просто нет, и не было, и не будет. В природе такого не существует. Вы одна уникальная. Вот с вами он был по-настоящему счастлив, несмотря на то, что у вас были сложности, несмотря на то, что вы ругались. Вот. И таким хитрым образом он будет пытаться вас к себе опять заново приручать, чтобы вы привыкали. И потом уже, как сказать, ну вот видишь, сама судьба нас свела, да, мы вместе работаем, либо я там тебе все время помогаю, прихожу к тебе в дом. Если у вас есть с этим мужчиной общий ребенок, ну тут как бы будет еще играть на чувствах ребенка, да, либо на том, что я там типа должен быть рядом с ребенком, должен помогать ребенку. В общем, он очень хочет постоянно быть у вас на глазах и тем самым попытаться вернуть ваше прошлое. Как вам поступать? Ну, не знаю. Я думаю, что нужно соглашаться с ним, общаться для того, чтобы пройти свою карму, как говорится, встретиться со своими страхами, посмотреть на человека таким, как он есть, и не опускать руки, да, перед сложностями и проблемами. Девочки, у вас еще все впереди с этим человеком. Да, сейчас вы расстались, да, возможно, вы вообще не общаетесь, да, возможно, вы очень плохо расстались, но поверьте, к концу года этот мужчина что-то придумает. Он придет с конкретным предложением и будет настаивать на том, чтобы вы это предложение приняли. Цель с вами опять сблизиться. Цель показать вам, какой он хороший, как он поменялся, какой он стал там серьезный, ответственный, заботливый.
Да? То есть для себя он решил, что вы ему нужны, и он будет это делать. Хитрым образом, конечно, не напрямую, там, не придет, там, на колени не упадет, но тем не менее попытка вернуть вас, она еще будет. Вам я, конечно, советую пройти свою карму с ним, закончить, да, закончить эту ситуацию, а там время покажет. Время действительно покажет. У кого-то, кстати, идет ситуация, что вы еще от этого человека родить должны. Вот как хотите, так к этому и относитесь. Ну, вы четко показали, да. У вас с ним двойка, а двойки ребенок идет. То есть, да, в вашей паре должен родиться ребенок. Так что, мои хорошие, все еще впереди. Вы думаете, бывший? Ничего, он не бывший. Он будущий. Он будущий. Вот так вот он мне вышел. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.